Здравствуйте, вы смотрите программу «Обсуждаем вместе» на телеканале ГРТ, и я ее ведущая Ирина Караман. Михаил Киндигелян – одна из ключевых фигур становления гагаузской государственности. Сначала гагаузской АССР, затем гагаузской республики и в итоге гагаузской автономии. Он был непосредственным участником событий 23 декабря 1994 года, когда гагаузская автономия получила право на существование и развитие – быть гагаузами. Активный участник образования гагаузской автономии Михаил Киндигелян стоял у истоков ее основания. Это первый председатель Верховного Совета Гагаузской Республики, почетный председатель Совета старейшин, а также председатель второго созыва Халк Топлушу. Сегодня у нас в гостях, вернее мы в гостях, у Михаила Васильевича Киндигеляна. Очень рады, что вы согласились с нами побеседовать. Михаил Васильевич, конечно, у всех на устах тема съезда, который должен был состояться. Сейчас мы и об этом поговорим. Но что послужило вообще идеей, началом этого процесса? Ведь съезд это был бы не первый, съезды уже проводились. Что сейчас подтолкнуло к созданию его? Ну, во-первых, мне хочется обратиться к тем, которые стояли у истоков Гагаузской республики и автономии в составе Республики Молдова, обратиться к общественности, к руководству Гагаузии, что живем мы сейчас в очень сложное время. И главное, мне звонят мои единомышленники, звонят друзья, звонят даже мне незнакомые люди, и тоже этот же вопрос задают. Что за съезд? Почему назначили? Почему перенесли? И вот я согласился разъяснить общественности, разъяснить людям, чего мы хотим. Потому что то, что мы хотим провести съезд чрезвычайный, это давно звучит, это уже в генах нашего народа. Это все мы слышим и на проводимых митингах. Я хочу несколько экскурсов войти в историю наших взаимоотношений в составе Республики Молдова. Когда самостоятельная независимая Гагаузская республика уже стала существовать 5-й год, но и представители Совета Европы, и ОБСЕ, и наши братья Турецкой Республики и Российской Федерации, они все нам советовали обрести государственность в составе Республики Молдова, пойти договариваться. И мы, как народ малочисленный, но гордый, нам очень трудно было отказаться от тех завоеваний народа. Поэтому мы у народа спросили, что нам делать. Мы проводили референдумы. И вот по итогам этих референдумов мы и делали следующий шаг. Целых 2 года шел переговорный процесс с центральными властями Республики Молдова под руководством Совета Европы и ОБСЕ. Вот в 1994 году, 23 декабря, не только утвержден был закон об особом правовом статусе, но постановление было также принято о введении в действие этого закона. Вот статья 1 «Ввести в действие этот закон». Статья 2 «Правительству в месячный срок со дня опубликования закона». 1. Представить парламенту предложение о приведении действующего законодательства в соответствии с указанным законом. 2. Привести свои нормативные акты в соответствии с названным законом. 3. Обеспечить пересмотр и отмену министерствами и ведомствами их нормативных актов, противоречащих указанному закону. Ну, далее, что провести референдум о вхождении в состав, утвердить временное положение о выборах главы, депутатов Народного собрания и так далее.
Статья 4 правительству выделить денежные средства на это все. И что? И что? Первые 3 пункта второй статьи были полностью проигнорированы. Все остальные они провели в жизнь так, как положено. Только 17 января проснулся премьер-министр тогда Андрей Сангели. Он издал распоряжение, постановление правительства о том, обязывал до 1 февраля 1995 года Министерству юстиции, правительству внести предложение в парламент о приведении законодательства в соответствии с этим законом. Обязал всех и так далее. Ну и что? Прошло некоторое время, те остальные пункты, референдум был проведен 5 марта, глава Башкан был избран, народное собрание было сформировано. Сангели вместо того, чтобы представить парламенту во исполнении вот тех 3, он издает новое постановление. Считать утратившими силу постановление правительства от 17 января, не представив ничего парламенту Республики Молдова. Одной вот рукой давали, другой забирали. Обман. Какой обман? Мы создали общее государство. 2 коренных народа. Один имел государственность свою в виде Гагаузской республики. Оно образовано было еще, когда Советский Союз существовал. И вот мы сейчас в общем государстве никаких изменений не ввели. И что дальше? А дальше что произошло? Первый состав Народного собрания и Башкан в основном были заняты законодательством автономии. Это нужно было, необходимо. Уложения разработали и так далее. Мы это понимаем. Но главный вопрос, политический вопрос, они пустили на самотек. И Республика Молдова успокоилась. Значит, гагаузы довольны тем, что они получили. А получили мы то, что имел обыкновенный район Республики Молдова. Но мы общественность не молчали. Мы, патриоты Гагаузии, не молчали. С требованием ввести изменения в законодательство Республики Молдова. И вот вынуждены были они вот в мае 1998 года, вот я документы показываю, пусть Республика Молдова проверяет, где я не прав. Вот правительство Республики Молдова, распоряжение номер 4243/326 от 14 мая 1998 года. В целях осуществления проверки хода выполнения закона об особом правовом статусе Гагаузии, номер такой-то, от 23 декабря 1994, образовать правительственную комиссию в следующем составе. Представительная комиссия, все заместители министров, все в этой комиссии, и все наши члены исполкома в этой комиссии. Ну и что? Поработала комиссия, выработала какие-то там решения, никто не рассматривал их абсолютно, пока не пришла новая власть в Гагаузии. В 1999 году во главе с Крайтором и Народное собрание во главе с Киндигелян Михаилом Васильевичем. Мы эти вопросы поставили ребром, подняли Европейскую Совет Европы, ОБСЕ. Почему? Под их вниманием и советами мы вошли в состав этого государства, а вот они не меняют свое законодательство. И мы не можем развиваться. И откликнулись они. ОБСЕ, вот оно, вот председателю Народного собрания Гагаузии господину Киндигелян. Уважаемый господин председатель, миссия ОБСЕ имеет честь предложить новую дату для проведения семинара на тему Кишинев-Камрад
отношения между центром и регионом в областях налогово-бюджетной политики, общественного имущества и адаптации законодательства. То есть мы здесь, они не могли ничего нам противопоставить вот в этих вопросах. Вот поэтому это 30 ноября 2000 года этот документ. Вот он, состав комиссии, полностью все есть. И вот с этого времени и началась вот такая активная работа по внесению изменений. Вот комиссии работали. 31 мая 2000 года вот заявление Народного собрания. Народное собрание Гагаузии с глубокой озабоченностью вынуждено констатировать, что в течение 5 лет с момента принятия и введения в действие Конституционного закона о своем правовом статусе Республика Молдова не стала гарантом полной и безусловной реализации полномочий. Более того, парламент, правительство принимает нормативные акты в нарушении этого закона. Хотя 6 лет уже прошло, получается. Да, 6 лет прошло. Вот оно, не верит. Вот подпись председателя, известная подпись еще с 90-х годов, которая была направлена 31 мая 2000 года. 18 ноября 2001 года мы провели съезд депутатов всех уровней 8-го. Мы тогда, все выступающие, что какие предложения давали, все это фиксировалось. И вот эти предложения представлены были письменно и в Совет Европы, и в парламент Республики Молдова. Обратите внимание, вот предложение, эта сторона полна предложений, вот предложение. Прочитать это сегодняшний день, то, что мы хотели. Вот это секретариат 18-го съезда депутатов всех уровней Васильева, Федористова. 16-го. Все зафиксировано. Решения были направлены туда. Но в Гагаузии произошел наш лучший друг Гагауз номер 1 Воронин. Под его руководством переворот в Гагаузии, Крайтора удалили. Места, правда, не столь отдаленные. Меня то же самое сняли с должности подкупленные депутаты, которым выделили скромненькие суммы. Кому 100 тысяч долларов, кому 50 тысяч, кому 10. Такое бывает. И среди гагаузов есть такие любители наживаться за чужой счет. И это, казалось бы, приостановилось. Но 2 августа 2002 года уже обеспокоенный Совет Европы вынужден был принять вот наши документы. Венецианская комиссия, это фактически политический орган Совета Европы по юридическим за демократию через право называется, то есть Венецианская комиссия. Они внесли предложение парламенту Республики Молдова, как укрепить статус Гагаузии в Конституции. И что вы думаете? По сей день Молдова не исполнила. А там главный был посыл. Там был посыл, чтобы повысить статус закона об особом правовом статусе. Потому что по Конституции, которая была создана в 1994 году, тогда Конституции создавали унионисты. Фактически они работали все эти годы над этим. Тогда не было еще Гагаузии в составе Республики Молдова. И не было там этих... По закону Молдова принимает конституционные законы, органические и эти, ординарные законы. А Венецианская комиссия предлагала повысить статус нашего закона, потому что он принимался 3/5 голосов
депутатов парламента, а другие ординарные законы простым большинством, 51 голос. После слов «конституционные» внести в Конституцию специальные органические законы, после ординарные и так далее. И далее пункт, что органические ординарные законы не могут противоречить органическим законам. Все, это капкан. Это для унионистов капкан, потому что придется внести изменения в свое законодательство. Также Венецианская комиссия и другие международные органы. Вот у меня есть, у меня все есть в моем. Как бережно вы это все храните, я хочу сказать, что я тоже храню все. Список международных документов по правам человека и национальных меньшинств. Вот тут вот есть полностью какие декларации, все, и Организации Объединенных Наций и так далее, и тому подобное. Вот и Венецианская комиссия, что и по другим, вот по этим, которые ратифицировала Молдова, они не внесли ни одного. Просто в других, что Гагаузия должна иметь представительство в законодательном органе. Допустим, у нас 5 человек с правом вето по законам, которые нарушают статус автономии. Других, что законодательство Гагаузии должно быть в иерархии законодательства Республики Молдова. А то получается что? Приравняли с обыкновенным органическим законом наш закон, и они хотят, чтобы мы успокаивались, мы жили в автономии, развивались и язык, и культура, и так далее. Вот эти вот, и в последнее время особенно, мы чувствуем отношение к нам. Пришла новая сила к власти. Они опять гагаузов сепаратистами и так далее. Мы такие, мы сякие, мы дармоеды, нас кормят, другие районы. Я еще в конце скажу, кто кого кормит. И вот это все, что непризнание Республикой Молдова нашего закона об особом правовом статусе, нашего уложения основного закона, Конституции Гагаузской Республики, привело к тому, что они стали принимать новые законы о УВД, о налоговой системе, о прокуратуре и так далее по всем. И нигде в тех законах нет упоминания, что это регулируется, статья такая-то, законом об особом праве Гагаузии. И поэтому никто не подчиняется сейчас нам. Всех назначает Кишинев без ведома Башкана, без ведома Народного собрания, которые должны их утверждать и давать на утверждение. Сейчас все наоборот, без нашего представления. Поэтому найдите одного гагауза в высших органах управления внутренних дел, прокуратуре гагаузской национальности. Всех заменили иными национальностями, только не гагаузов. А для чего мы автономию создали? Что у нас гагаузы такие тупые? Раньше они работали, были, сейчас исчезли. Вот такое отношение к нам. Вот это все и привело вот к тому, что нам на чрезвычайном съезде надо было решить и думать, что нам делать дальше. Обсудить жизненно важные вопросы. Да, жизненно важные вопросы. Во-первых, доказать на примерах, на фактах, что Молдова действительно не стала гарантом, и обратиться в Совет Европы, Турецкую, Российскую Федерацию, чтобы они стали гарантами наравне с Молдовой. Ну, захочет российская, откажется, мы не обидимся. Турция захочет стать гарантом. Совет Европы, кто-то, если Молдова не может самостоятельно стать. Вот это мы хотели показать. Второе, внести в Конституцию то, что предлагали международные организации. Проект внесения изменений в Конституцию я собрал от многих, кто предлагал, и Калчу, и Бургуджи, и Саров, и Стамат, и так далее, что предлагалось вот и на съездах.
Я взял это и собрал все из 13-го года. Я еще в 13-м году это сделал. Никак не могли в жизнь претворить. В 18-м году все-таки добились, был Владимир Кса, председателем, подготовили резолюцию такую на 4 страницах. Он испугался этой резолюции и приняли куцию на 2 страницах, ни к чему не обязывающую. И я тогда подумал, что я в такие игры больше не буду играть. Потому что чрезвычайные съезды проводятся тогда, когда народ уже больше терпеть не может. Допустим, видеть вот то, что творится. Поэтому законы, предложения на съезде должны утвердить, дать Народному собранию. Народное собрание должно разработать проект закона о внесении изменений, вынести на всенародное обсуждение или съездовские предложения на всенародное и выйти с законодательной инициативой в парламент Республики Молдова. А там в резолюции, чтобы создана была представительная комиссия, чтобы работала над этим вопросом, мы бы на съезде дали бы год Республике Молдова и предупредили бы общественность, что вот в течение года должно Молдова, законодательство Молдовы, статус автономии полностью закреплен в Конституции, как в других автономных образованиях в Европе. Через год, допустим, 19 августа, мы проводим съезд дополнительно, что сделано, что не сделано, и далее народ должен решать, нужно ли нам такое государственное образование или нет. Тем более, что в Молдове такие политические силы, которые в их программах это ликвидация молдавской государственности, отрицают молдавскую идентичность. А мы, гагаузы, уже 40 лет бьемся над тем, чтобы Молдова была государством независимым, самодостаточным. Даже сами молдаване признают, что вы, гагаузы, молодцы. Благодаря вам мы как самостоятельное государство. То есть вот эти вопросы надо было решать. А сейчас... А почему Михаил Васильевич, отменили? А почему отменили? Этот вопрос волнует всех. Есть очень много вариантов у общественности, мнений. Какая самая важная причина, почему отменился этот съезд? Я Основная. вначале сказал, что я активно участвовал в организации и проведении всех съездов. И я знаю, как их надо проводить, чтобы был результат, а не ради того, чтобы провести. Вот только на последнем заседании оргкомитета присутствовали Башкан, члены исполкома присутствовали депутаты Народного собрания, общественность там была, даже Михаил Петрович там был, активный общественный деятель, самый активный в Гагаузии. Мы говорим о Михаиле Петровиче Влах, да? Да, Михаил Петрович Влах. Где мы проанализировали, как обстоят дела. И пришли к плачевному результату, что даже известный своими резкими заявлениями Леонид Федорович Добров вынужден был признать, что съезд к проведению не готов, и его надо перенести. И я пришел к этому выводу. Почему? Когда мы проводили такие съезды, мы готовили общественность, объезжали все населенные пункты, собирали примаров, советников, мы им объясняли, что, как, почему. До тех пор, пока общественность не готова, мы не можем проводить такие съезды. А у нас что получалось? Даже повестку дня нашего съезда примары, которые присутствовали тоже на этом заседании оргкомитета, сказали, мы не получали, мы не знаем, какова повестка. Осталось 3-4 дня до съезда, примары не знают повестки дня.
Ну, это совсем не было. И слаженности между исполкомом и Народным собранием не было до сих пор. Я надеюсь и верю, и обращаюсь к ним. Быть вместе, прекратить эти перетягивания каната друг на друга. Да и депутатский корпус к этому заседанию был раздробленный на две половины. Но здесь и оппозиция присутствовала на этом заседании. Вот, присутствовала. И, может быть, нам удастся объединить до съезда вот эти все силы, потому что Республика Молдова будет довольна. Они были выгодны им, чтобы этот съезд был проведен, чтобы обвинить нас. Потому что уже звучали самые предложения, что гагаузы там собираются объявить референдум о вхождении в Российскую Федерацию. Этого лжи я не знаю более подлой, потому что никогда не было у нас такого. Но они как бы наталкивали: гагаузы, принимайте такое решение, с тем, чтобы потом расправиться с гагаузской автономией, чтобы показать европейской общественности, что вот гагаузы такие, сепаратисты и так далее, они смотрят туда. Михаил да, Васильевич, мы смотрим туда. Но я вот думаю, что раз присутствовали все члены общественности, там, лидеры, патриоты, члены исполкома, члены Народного собрания Гагаузии, и вы приняли такое решение, это, наверное, знак того, что все готовы к диалогу. Все люди уже стали понимать, что нужно принять общее решение, которое затронет интересы каждого жителя Гагаузии. И я надеюсь, что этот съезд все-таки состоится, он не будет отложен куда-нибудь очень далеко. В этом году он будет или на следующий год, как вы планируете? Ну, я не могу дату назвать, потому что это не в моей компетенции, это есть власти, которые вот объявят о проведении этого съезда, дату проведения. Но я надеюсь, что за этот промежуток времени у нас будет спаянное ядро Народного собрания и исполкома и общественности. Мы ознакомим общественность с теми целями, чего мы хотим добиться, не только нашу общественность, но и европейскую общественность. Отпечатать проект внесения изменений в Конституцию, напечатать и ознакомить с проектом резолюции, который мы примем. И вот тогда с уверенностью я могу сказать, что какие-то подвижки будут, и с этого времени в течение года мы должны добиться результата, даже если мы этот съезд проведем, допустим, в декабре месяце или в январе. Но уже вся мировая общественность, все будут знать, чего мы хотим. Мы хотим жить в составе Республики Молдова. Мы образовали общее государство. Мы два коренных народа, которые должны уважать друг друга. И это должно быть записано и в Конституции, что государство, образующие народы, это молдавский и гагаузский народ. Все. И поставить разговор. Да и молдаване имеют что-то в свою Конституцию добавить. Они там должны закрепить свою идентичность. Кто они такие? Откуда взялись? Они должны там поставить законодательно запрет партиям, в чьих программах стоит ликвидация государства. Что это государственная измена. И те люди, те партии должны сразу быть запрещены после этого. А их лидеры, если будут продолжать свою деятельность, должны нести уголовную ответственность. Если у молдавского народа, у лучших представителей народа не будет мудрости вот это все делать, то я не вижу в дальнейшем какой-то перспективы этому государству. Но весь мир уже знает, что гагаузы имеют право на внешнее самоопределение в случае утраты статуса Республики Молдова. Михаил Васильевич, мой папа был патриотом становления гагаузской автономии. Один из активных деятелей. В то время, до момента его смерти, он всегда внушал нам, его детям, что Гагаузия наша родина, и
Гагаузе, Родина, эти слова звучали у нас практически каждый день дома. Но я хочу вам сказать, что был такой период, когда эти люди были недооценены. Они не находили работу. Например, мой папа практически 10 лет был безработным. Потому что если где-то слышали, что он был одним из руководителей батальона «Буджак», действующих силовых структур в те года, человеку просто отказывали в трудоустройстве, и это было, и я смотрю, по последним событиям это почему-то снова стало возвращаться. Нас стали все чаще обвинять в сепаратизме, в том, что мы постоянно дестабилизируем ситуацию. Почему к нам, гагаузам, такое отношение порой бывает, и почему эти люди умерли недооцененными на своей родине? Он ближайший мой помощник, соратник был. Он был командиром в батальоне «Буджак», командиром роты комрадской. И более такого настойчивого, крепкого гагауза руководителя в том батальоне, по-моему, и не было. Он истинный патриот, действительно, его уже живых нет, к сожалению, рано ушел. Но таких, как он, надо помнить и их чтить. Поэтому надо и памятник гагаузскому народу и таким патриотам, как он, установить. Проект давно есть. А живым еще надо обеспечить какую-то социальную поддержку этим людям. Для этого мы и создавали автономию. Но в первые годы я и в книжке своей написал, что первый башкан Гагаузии назвал Гагаузскую республику так называемая Гагаузская республика. Вот отсюда все и исходило. И Владимир Георгиевич 10 лет был безработным. Мой сын Сережа, начальник штаба батальона «Буджак», куда бы он ни шел на работу наниматься, вроде принимали, на другой день отказывали. Это Потому действительно что был было такой так. КГБист Молла, который прослеживал лично вот эти, чтобы нигде никто не мог устроиться. Поэтому он вынужден с семьей был уехать в Приднестровье. Вот. И многие такие, тысячи ребят. А мы Вот жили кто на в зарплату силовых только мамы. структурах, сотни уехали в Российскую Федерацию на заработки. Многие сейчас остались там. Поэтому и маловато у нас сейчас и патриотов. А сейчас мы уже имеем возможность оказывать помощь и прекратить вот это кто, где, что. Это были настоящие патриоты. Они для народа служили, иногда даже семьям своим не оказывая никакой помощи. Большое спасибо, Михаил Васильевич. Есть такой молодой общественный деятель Михаил Петрович Влах. Человек, который является соорганизатором многих митингов на территории гагаузской автономии. Они носят общественно-политический характер. Его тоже стали обвинять в сепаратизме, что он там какую-то волну поднимает недовольство. Вы сотрудничаете с ним, потому что совсем недавно на его личной страничке в Фейсбуке я видела обращение, которое он записывал практически на этом месте, где мы сейчас пишем эту программу. Вы обращались к жителям гагаузской автономии, чтобы поддержали этот митинг, поддержали вопрос о том, что жить с такими сценами уже стало невыносимо. Мы на самом деле находимся в очень тяжелой ситуации. Что вы можете сказать по этому поводу? Видите ли вы в этом человеке, может быть, своего последователя, человека, который возьмет в руки флаг и пойдет впереди всего гагаузского народа, станет таким флагманом нашим? Ира, я думаю, что Михаилу Петровичу будет немножечко неудобно слышать лестные слова и лестные выражения. Может, он не посмотрит нашу программу. Я все-таки хочу сказать, что он уже не такой уж и молодой человек. Ему уже, по-моему, за 40 перевалило. Поэтому он уже в таком возрасте, что он давно впитал вот этот дух патриотизма, дух гагаузской идеи,
И он не может от этой идеи отходить в сторону. Он знает, что у меня такая же идея. Мы единомышленники. Поэтому я давно слежу за его карьерой, как он из года в год, как растет интеллектуально, как его выступления, как уже более связанная такая речь политическая, все. Правда, он иногда злоупотребляет временем, но, наверное, и у меня научился. Надо это самое более так сжато, концентрированно все высказывать. Но не это главное. Главное, чтобы у человека был стержень. Стержень народного патриота. Чтобы он не был безучастным к тем событиям, которые происходят. И он, и я тоже волнуюсь, вот, что ждет наш народ. Из-за этого тоже мы подумали о съезде. Сейчас надо думать, и третьим вопросом был как раз это вопрос на съезде, о мерах по предотвращению угрозы политической, экономической, социальной защиты, о защите социальной народа в это время. И мы должны были обратиться к тюркскому миру. Мы в сложных условиях. Представьте себе, зимой 300 кубов для отопления газом обойдется 12 тысяч леев. Где? Ну, ставим 3-4 тысячи леев, получают пенсионеры, не больше в среднем, потому что 90% населения не смогут оплатить, только 1%. А мы знаем, кто это 1%. Это президентура во главе с президентом, правительство во главе с и так далее. Судьи, прокуроры, то есть 1% наберется таких, у кого зарплата по 100 тысяч и выше леев. А простые люди? Вот из 12, у него 3 тысячи пенсии. Он эти 3 тысячи заплатил. Остался 9 тысяч должен. На следующий месяц Молдовагаз обрежет его. А он 3 тысячи дал, ему же кормиться надо. Еще за свет заплатить, коммунальные еще, за воду. Продукты питания. И так далее, продукты питания. Без помощи тюркского мира, в первую очередь Республики Турция, мы от когда предлагаем делегации, пусть даже общественники, ездить, объяснять, почему мы. Мы беднейшая страна в Европе. И это не по вине народа. И молдавские, и гагаузские, и болгарские, и другие народы трудолюбивые. Это потому что центральные власти вот пришли опять такие, как Нантой, и которые не знают, что он говорит, в каком-то бреду находится. Он сейчас главный там у президента. Вот, обвиняют гагаузов, в чем только. Потому что им как хуже в Молдове, в республике, народ будет тянуться в Румынии. Там действительно будет лучше, чем здесь. Вот это главная их цель. Поэтому они и в Москву не едут. Не едут туда, где дойная корова, где торговля, беспошлинная торговля всех членов СНГ и так далее. Что сейчас? Цены поднимутся на все. С этой продукцией в Европе кто нас будет ждать? С такими ценами. Да и условий нет этих. Вся продукция туда. Обрезали. Ниже своего достоинства ехать в Москву. Да ради народа, ради людей. Что те подачки, которые даст правительство, это что, обеспечивать безопасность социальную? Нет, конечно. А Гагаузия тоже не способна. Нет возможности оказывать. Поэтому, хоть и сложно Российской Федерации, но они могут тоже чем-то помочь. Но не надо сидеть здесь и ждать, когда ударят морозы. И когда люди, доведенные до отчаяния, я представляю, кого они будут обвинять и как они будут действовать. Я этого боюсь. Это надо предотвратить. Поэтому я обращаюсь и к братьям тюркского мира, Республике Турция, Азербайджану, Туркменистану, Узбекистану, государствам относительно благополучным. Придите на помощь
тюркскому народу, гагаузам, потому что мы самостоятельно не сможем выжить. А Республике Молдова и Европе никакого дела до нас нет. Михаил Васильевич, почему уже более 30 лет прошло после того, как наш народ самоопределился, а ВОЗы ныне там? Почему не могут договориться все ветви власти у нас в республике, чтобы решить уже раз и навсегда этот вопрос? Ну, я уже намекнул в своем выступлении, что главная цель республиканских структур, где сидят на всех уровнях одни унионисты, и в ПАС сейчас, так как те партии унионистские, эти все Гуцу, Павлюченко, Гимпу, они дискредитировали себя, потому что они на себя только работали, воровали, где могли, что могли, и поэтому за них голосовали 1-2% населения. Поэтому они все националисты влились в партию ПАС. А партия ПАС, вот такая политика. Чем хуже в Молдове, тем быстрее мы объединимся. Поэтому и проводят совместные заседания правительств двух. Где в государстве? Германия, Австрия, два родственных народа, один язык. Чтобы правительство Западной Германии с Австрией проводили совместные заседания. Решали, нигде в мире этого нет. Каждое государство должно уважать свой народ и свое законодательство, свою конституцию. А завтра может быть совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы, и примут решение ликвидировать Молдову и объединиться с Румынией. Что, мы должны ждать этого, видя вот эту нашу власть? Пусть теперь Нантой попробует меня опровергать. Он часто приезжает сюда выступать, не знаю, с какой целью, я-то знаю, с какой целью. Чтобы нашу власть показать с отрицательной стороны, народ показать бедным дармоедам. Мне слова президента: уважаемый ваш президент, неужели вы не знаете, сколько Гагаузия зарабатывает? Ну, возьмите вот эти вот таможенные пошлины. Посмотрите, сколько Гагаузия зарабатывает. В 2000 году мы доказали, тогда Гагаузия зарабатывает полностью. Мы смогли из правительства взять тайно, нам дали эти сведения. Да и с бизнесменов, сколько они платили? 1,5 миллиарда. Это 22 года тому назад. Мы с этим вышли. Почему даете 4,5 миллиона нам давали только трансферт? 1,5 миллиарда забирали, 4,5 миллиона. Почему так? Притом Кагульскому району давали 50 миллионов. Мы говорим, почему им 50, а нам 4,5? А что вы хотите, жить лучше, чем молдаване, другие районы? Вот такие ответы. Воронин мне лично такой ответ дал вот на наши все предложения. Вот такое отношение по сей день. Менялись правительства, менялись партии. За коммунистов 80 с чем-то процентов дали, привели их к власти. Понаобещали нам абсолютно ничего. Отдали потом с позором власть. Пришли демократы, абсолютно ничего. Пришли социалисты с Додоном, столько обещаний, и мне ничего не сделали. Поэтому партиям этим никакого доверия. Поэтому в дальнейшем их участие нежелательно здесь, на территории Гагаузии. Наши партии должны быть, наши ответственные люди должны власть и навести порядок здесь, в Гагаузии. Ну, я уже 9-й десяток идет мне. Я, конечно, в этих активно участвовать уже не могу, а может и не буду. И у меня вся надежда вот на таких молодых, как Михаил Петрович. Михаил Петрович Влах. Влах, да. Михаил Васильевич, совсем недавно, 28 сентября, была очередная дата кончины вашего единомышленника, первого и единственного президента Гагаузской республики Степана Топал.
На одном из юбилеев, когда вы отмечали свое 80-летие, он сказал такую фразу: не было бы, ну, во время поздравления он произнес такие слова: не было бы Киндигеляна, не было бы и Топала, не было бы Топала и не было бы Киндигеляна. Я так понимаю, что между вами всегда была вот какая-то такая золотая нить. Не зря вы единомышленники. Часто ли вы вспоминаете своего товарища? И действительно, ну, люди не могут быть похожи друг на друга. Степан Михайлович был настоящий гагауз, умудренный жизни. Он столько народных поговорок и пословиц знал, что я всегда удивлялся, откуда он все это, вот, и жизненный вот сейчас, сегодня. Он человек был более такой рассудительный, неспешный, ну, до тех пор, пока его не выведут, конечно, но он старался всегда вот в таких рамках. Он никому не отказывал, кто бы к нему на прием не приходил. Уже я ему: Степан Михайлович, ну, назначьте дату, есть совещание, он задерживается. У него кто-то, посетитель есть Камрата или с какого-то села, ну, у меня был посетитель, извините, все. Ну, назначьте там график, когда будете принимать, чтобы не каждый день. Нет, он не мог, всех принимал. Но я был более жесткий, как мне говорили. Я, например, эту жесткость не чувствовал. Я просто говорил: сделайте вот это, я проверю через 3 дня. Если через 3 дня он не исполнил, его на этой должности уже не было. Каждый человек должен чувствовать свою ответственность. Если я говорил молдавским этим, которые приезжали, ДПС или как их тогда назвали, проверять и здесь собирать деньги, пугать водителей и гагаузов, и я посылал туда кого надо, когда я был председателем Народного собрания, и полицейских, и наших дружинников: приведите их ко мне. Почему, я не знаю. Почему Башкан знает? Нет. Начальник УВД Камрадского знает, что вы здесь деньги зарабатываете? Нет. Так, до границы сколько километров? Столько. Так, 80 километров в час машины ваши, и рассчитайте через сколько минут, чтобы вы были за пределами гагаузской автономии. А нашему начальнику втык: почему допускаете? Почему не предупредили? Вы знали, что они здесь? Знали. Почему не предупредили? Где наши ДПСники? Почему не они делают эту работу, порядок наводить? То есть я был более, видимо, требовательным и к себе. Если я водителю говорил, что ты должен у меня быть ровно в 7:30, если его машины к 7:30 здесь нет, я вызывал дежурную машину, садился и ехал на работу. А его потом ко мне. Где-то я на 3 минуты опоздал. Ключи на стол. Иди сдай машину. Ну, нельзя по-другому руководить в государстве. В государстве должен быть порядок. Я смотрю в Народном собрании. Какой гвалт, какой. Мне стыдно смотреть вот это. Я смотрю, я же знаю. Значит, нет работы в комиссиях. Ведь все вопросы, выносимые там, обсуждают в комиссии. И там же решают, голосовать, не голосовать. Там же председатель комиссии говорит: кто? Я выступлю, предложу. Или ты выступишь. Все, от комиссии 1 человек. Все. Выступили 1, 2, 3, и за 10 минут приняли следующий вопрос. Теперь я понимаю, Михаил Васильевич, почему мой папа никогда не опаздывал на работу, а выходил на работу на час раньше. Я уже вижу, чья школа. И вы знаете, а часто задавала ему такой вопрос: папа, жалеешь ли ты о том, что вот ты всегда за Гагаузию? Может быть, у тебя где-то когда-то была такая вот сомнительный такой момент, где ты сомневался о выборе
своего жизненного пути. И он однажды мне ответил: никогда больше меня это не спрашивай, потому что моя жизнь — это и есть Гагаузия. Вот для вас ваша жизнь — это Гагаузия. Ведь вы по профессии педагог, могли бы всю жизнь просто преподавать в школе, вести, быть директором, как были, Михаил Васильевич, одно время. Не было ли у вас таких мыслей? Не жалели ли вы о своем выборе? Дети не спрашивали? Да нет, никогда я не жалел. И сегодня не жалею, что я пока хоть скромно, но в строю. Не было таких мыслей. Хотя в те годы мы фактически были вне семей. Мы жили жизнью народа, вот этой политической жизнью, а семья всегда была на втором плане. Поэтому что уже жалеть? Не жалеем. Михаил И Васильевич, он не жалел. У меня была всегда одна зарплата. Учительская 120 лей, директорские 160 лей. И супруга в пределах 100 лей. Вот мы 3 детей вырастили. И потом в дальнейшем я не имел возможности, как все. Вот. У меня комнаты, самая большая гостиная, 14 квадратных метров. Мне и гостей больше 10 человек, мне некуда принимать. Поэтому и вам, чтобы снять, вы там не сможете снять. Поэтому мы на улице. И я никогда ни одного лея у народа не брал. Никогда. Ни бизнес не имел. Я жил на зарплате. Как люди зарабатывали, и я по должности здесь получал. мне кажется, что все патриоты так живут, Михаил Васильевич. Да. Это вам добавляет все большего почета от жителей Гагаузии, потому что таких честных руководителей, к сожалению, на данный момент Ирина, практически нет. Вот если бы он бы еще снял бы вот этот переулок, я всегда говорю, людям, патриотам, не только мне, надо при жизни хоть маломальские условия создавать. Согласна, я с этим согласна. Так вот, разрыли эту дорогу еще в ноябре прошлого года. Я, например, могу на 2 палках-костылях выйти вон здесь, чуть-чуть есть, и обратно. Я не могу пройтись, потому что некуда. Грязь по колено. Вот дорогу пусть снимет туда. Видели, Михаил какие Васильевич, мы лужи? обязательно снимем эту дорогу и обратимся к Сергею Ильичу Анастасову с этой просьбой, чтобы он обратил внимание на состояние этой дороги. Я надеюсь, что в скором времени они отремонтируют. Михаил Васильевич, вы наша легенда, человек, на которого равняется каждый истинный гагауз. Но за каждым гагаузским мужчиной всегда стоит женщина. Я знаю, что Ада Васильевна всегда вас поддерживала во все времена. Что она думает по поводу вашей деятельности? Гордится Что она вами? думает? Я, например, не знал. Я был участником всех митингов, выступающий, проекты решения зачитывал и так далее, голосом Левитана. Я не знал, что она на всех митингах присутствовала. Там где-то сзади она все мои речи знала и так далее. Потом она призналась в этом. Она, конечно, меня во всем поддерживала, потому что я целыми сутками, иногда мы спали со Степаном Михайловичем, вот я о нем мало сказал, но, может, будет передача, спали в кабинетах. Вот так вот. В 2 часа заканчивали работу, все, а в 7 надо быть уже на работе. Вот там, а дома супруга не знает, где мы, что мы. А в трудные октябрьские вот эти нашествия волонтеров, когда и румынская разведка здесь была и так далее, нам приходилось спать в разных местах. Все, опять супруга дома. Вот есть статья Елашку «Исповедь террориста». В Тирасполе его судили пожизненно, а потом его освободили, молдаване с румынами. Реабилитировали. Да. Так вот, в этой статье, когда ему задали вопрос, а что вы знаете вот о диверсии в Гагаузии? Вот в Чодарлунге, когда вот было, и погиб полицейский
и так далее, и все. Он говорит, я не полностью информирован, но насколько я знаю, они должны были совершить какую-то диверсию там в Чадарлунге, чтобы настроить чадарлунцев в район против Гагаузии. А потом поехать в Камрат и арестовать или убить какого-то Киндигеляна. Вот точно так написано. У меня эта статья есть. Я его не показывал семье никому. К сожалению, время подошло к концу нашей программы. Я знаю, что мы с вами можем беседовать еще долгое количество времени, и нам будет очень интересно. Михаил Васильевич, можете как-то кратко обратиться к жителям Гагаузии? Гагаузы, они знают. У них в генах, что где мы живем, это наша Родина. И где бы мы ни были, мы всегда с достоинством носили вот это звание Гагауз. Исчезли в истории печенеги, огузы, половцы и так далее, и другие народы. Гагаузы остались. Остались потому, что они были трудолюбивы, они были толерантны, они умели дружить со всеми людьми вокруг, родниться и так далее, и не забывать, что он гагауз. И мне особенно нравится вот эта песня Петровича «Гагаузу, бян гагаузу». Гагауз. Калджам. Да, Гагауз дум, гагауз калджам. Te bununla unutmama hani biz Gagavuz. Zor vakit geçireceğiz bunu da. Nasıl ipak geçirmedik. Палы лафлар, Михаил Васильевич, çok sağ olsunuz. И я напоминаю нашим телезрителям, что вы смотрели программу «Обсуждаем вместе» на телеканале ГРТ. И гостем нашей сегодняшней программы был человек, легенда Гагаузии Михаил Васильевич Киндигелян. Оставайтесь с нами.